Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы рассматриваем с вами карту 10-й старший аркан Колесо Фортуны. Таро Безумной Луны. Сюжет. Гадалка Лунного Королевства предсказывает будущее богатому горожанину. Местом для сеанса она выбрала могильную плиту, на которой виднеется надпись «Ушедшему из жизни», чтобы сильнее напугать клиента и заручиться поддержкой нечисти. Под барабанную дробь злорадного бесенка, окруженного зубастыми пираньями, цыганка привела в движение парящее в воздухе колесо. Наивный горожанин по-детски схватился руками за лицо, в ужасе открыв рот, и уцепился хвостиком за стул, чтобы не упасть от дурных пророчеств. В стремлении окончательно подавить несчастного старая ведьма указывает на живот клиента, будто протыкая его насквозь. Она не дает советы, она выносит приговор. Что человеку приготовила судьба? Разбитое сердце, поддержку, смерть или свет надежды? Основное толкование данной карты. Идея аркана в том, что нужно не только взять ответственность за свою жизнь, но и признать, что судьба человека зависит не только от него. Иными словами, относитесь к жизни проще и делайте все, что можете. Для этой карты характерны пессимизм и страх перед будущим. Вы то строите бункер, чтобы выжить в ядерной войне, то запасаете крупу на черный день, когда цены взлетят. Разница во внешности и росте гадалки и ее клиента дополнительно подчеркивает разницу между сильной позицией вершителя судеб, верящего, что он сам управляет судьбой, вынужденного принимать на себя вину за все, что шло не так, и позицией маленького человека, считающего, что от него ничего не зависит. Бесенок, похожий на обезьянку, еще один виновник человеческих бед. Люди любят перекладывать ответственность за свои действия, говоря, что их бес попутал, либо они стали жертвой дьявольских козней. Пираньи с раскрытыми ртами, окружив бесенка, пытаются помешать ему отбить барабанную дробь. Эти агрессивные рыбы – суть душевного неприятия и злость на свою судьбу. Ситуация по данной карте. Ваша жизненная стратегия требует пересмотра. Вы либо продавливаете ситуацию, подобно мужеподобной решительной цыганке, работающей в паре с бесенком, либо пустили все на самотек, как маленький горожанин, и верите, что жизнь индейка, а судьба злодейка. Необходимо научиться принимать ее и надеяться на хорошее. Характеристика личности по данной карте. Перед нами либо фаталист, либо строитель собственной жизни, уверенный, что управляет всем, включая природные катаклизмы. Это человек, озабоченный своей судьбой, любитель поразмышлять, тварь ли он дрожащая, либо право имеет. Неведение и неопределенность будущего пугают, поэтому он либо пытается исключить непредсказуемость путем постоянного планирования и тотального контроля, либо ищет ответы на стороне, становясь постоянным клиентом предсказателей. Но суть этих явлений одна – страх перед неизвестностью. Главная жизненная задача такого человека – учиться отпускать ситуацию. Отношения и секс по данной карте. Отношения человека, который всегда прав, и человека, который никогда не знает, что ему делать. Тот, кто бесконечно советуется по поводу и без. Эта пара отлично дополняет друг друга, хотя это партнерство нельзя назвать здоровым. В состоявшихся отношениях аркан указывает, что вы пустили все на самотек, перестав вкладываться в них. Либо другая крайность – пытаетесь все контролировать, включая жизнь партнера, поэтому есть постоянное ощущение, что отношения ухудшаются и скатываются вниз. Секс налаженный, с привычным партнером, но имеющий тенденцию к ухудшению, так как превратился в рутину. Работа и финансы по данной карте. Цикличные процессы в бизнесе,
например, квартальные отчеты, закупка товаров. Однако эта цикличность не исключает сюрпризов, которые подбрасывает жизнь. Если речь идет о сфере бизнеса, то это банки, которые крутят деньги клиентов, и сетевой маркетинг. Не стоит вкладывать больших денег, расчеты должны быть тщательными. Не идите на поводу у советчиков. Девиация или нестандартное поведение по данной карте. Это организаторы и клиенты всяких лохотронов, финансовых пирамид, авантюристы всех мастей. Люди, не готовые ступить шага без своего астролога, жены, священника и так далее. Карта дня. Луну за колесом фортуны не видно. Энергия аркана одинаково сильна в разных фазах. Но если на убывающей луне есть ощущение, что жизнь вышла из-под вашего контроля, то на растущей вы уверены, что творите свою судьбу. Однако в обоих случаях жизнь постоянно подкидывает сюрпризы. Хороший день и для начала нового цикла, и для налаживания регулярных процессов. Покупка абонемента в бассейн и его посещение, выравнивание режима и так далее.